Ну а шум в квартире может серьезно ударить по карману. В России предложили ужесточить наказание громким соседям. Штраф предлагают поднять до 50 тысяч рублей. Как вести себя ночью, чтобы сохранить свой бюджет, узнавал Дмитрий Тымыров. Теперь шуметь в ночное время становится дорогим удовольствием. Если раньше можно было из собственного кошелька оплатить 1000 рублей, то сейчас, если данный законопроект примут депутаты Государственной Думы, любителям пошуметь в ночное время придется раскошелиться аж до 50 тысяч рублей. Так, согласно новому документу, за шум в ночное время граждане могут быть отштрафованы на сумму от 5 до 50 тысяч рублей. Юридические лица на сумму от 50 до 150 тысяч рублей соответственно. Административный штраф могут выписать собственникам квартир за систематическое нарушение тишины более 2 раз в месяц. Если же жить соседям мешает кафе или другое заведение в жилом доме, то его деятельность может быть приостановлена на 90 суток. Как показал опрос, почти каждый 5-й житель столицы сталкивается с шумными соседями. И они говорят, что менять закон надо. Проблему надо решать. А как часто вы встречаетесь с такой проблемой? Ну, часто бывает. Пьют там, гуляют, кричат. Проблему надо решать, потому что бывает такое, что начинают делать ремонт, да, и это у них начинается, скажем так, с утра, по несколько часов. Ну, это проблема наболевшая. Она у всех. Многие позволяют себе, особенно люди молодого возраста, вести себя некорректно по отношению к соседям. Если вот я живу 6-й, 7-й, слышно 5-й этаж сквозь. И ремонт проводит не в такое время, стучат. Вообще вы обращаетесь в правоохранительные органы, насколько это решаемо? Тут говорят, все законом, говорят, разрешается, никто в этом внимания не обращает. И полиция, и стороны, и этих живут. Только за прошлый год в городе Якутске надзорные органы рассмотрели около 500 обращений граждан, которым шумные соседи не давали покоя. Административной комиссией городского округа город Якутск за 2019 год по статье 3.5 КоАП РСЯ рассмотрено 487 дел. По итогам рассмотрения назначено штрафов на общую сумму 775 тысяч рублей, предупреждений 80. За истекший период 2020 года по этой статье рассмотрено 63 дела, назначено штрафов на общую сумму 204 500 рублей, предупреждений 11. В основном вызова нарушений тишины в ночное время поступают из квартир, где посуточно сдаются, либо в аренду там люди, молодежь арендует. Нельзя сделать какие-то определенные категории граждан, шумят. Бывает так, что тоже нормальная семья, там люди собрались, гости пришли, и у них тоже вызова поступают. Теперь, согласно изменениям законопроекта 2020 года, вас могут отштрафовать даже за плач ребенка. В целом список дополнен бытовыми ситуациями. Их перечень можно скачать на любом официальном ресурсе. Отдельное положение касается семей, где есть грудные дети. Если родители не предпримут действия для успокоения малыша, сосед имеет полное право пожаловаться. Ну а чтобы всем жилось в мире и в согласии, и чтобы не было конфликтных моментов, мы посоветуем жителям многоквартирных домов уважать себя и своих соседей. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск.